собрался в Улан-Удэ, в столицу Бурятии, в край голубого неба. В течение 300 дней в году стоят вот такие ясные солнечные деньки. Кстати, солнце является одним из символов Бурятии, а и другим символом является месяц, белый месяц. Именно так называется в Бурятии праздник Нового года по лунному календарю. По-бурятски звучит как Сагалган. Наш приезд совпал с днями празднования, но, к сожалению, главное торжество мы не застали. Праздничные украшения еще не убраны, и лишь ледовые скульптуры на главной площади города уже начали таять, и их неторопливо убирают солдатики. И действительно, куда им торопиться? Служба идет. Идет и Сагалган, ведь он длится в течение целого месяца. Кстати, фестиваль, ради которого мы и Варя Аманатова во главе с художественным руководителем театра эстрады Иваном Ивановичем Бурцевым приехали в Улан-Удэ, приурочен именно к Сагалгану и носит такое же название – «Белый месяц». Фестиваль задумался просто как конкурс эстрады. Я помню, когда на первый фестиваль, на первый, тогда еще республиканский конкурс эстрадной песни, приходили дедушки, даже вот такие на гармонии играли. То есть тогда уже не было вообще понятия жанров. Вот, и мы, честно говоря, уже не знали, за что мы брались, да, тогда еще. Это как раз возрождение бурятского языка начала 90-х годов. После очень длинного застоя возрождение идет языка, культуры. И пришла идея, а почему бы не организовать фестиваль, где люди соревновались бы, кто умеет лучше спеть, красиво себя подать. Тогда, 8 лет назад, Байырма начинала делать республиканский фестиваль вместе со своими друзьями-энтузиастами, работниками детской и молодежной редакции Бурятской государственной телерадиокомпании с единственной целью – поднять уровень бурятской эстрады, поскольку на тот момент ее как таковой попросту не существовало. Задача, которую они перед собой поставили, оказалась непростой, но выполнимой. Фестиваль начал приносить свои плоды. Это наши ребята, которые завоевывали гран-при, они сейчас учатся во многих городах России, гастролируют не только по России, но и выезжают в разные страны, в другие страны. То есть мы думаем, что они интересны не только Республике Бурятии, но и всем, кто любит, ценит музыку и вообще любит песню. На этот раз фестиваль взяла под свое крылышко руководство Бурятской государственной телерадиокомпании. Но цели и суть белого месяца остались прежними. Ведь над ним продолжает трудиться все тот же неугомонный коллектив, что и в первые годы. На второй международный телевизионный фестиваль эстрадной песни «Белый месяц» собралось более 20 конкурсантов из Монголии, Горного Алтая, Тывы и, конечно же, Бурятии. Для особо понятливых зрителей повторяем, что нашу республику представляла Варя Аманатова. Справедливости ради надо заметить, что ее приезд стал возможен только благодаря поддержке театра эстрады. Из какой страны республики ты больше всего боишься конкурентов? Республика. Ну, прошлый год говорили, Монголия очень сильная была. Там участники специально вот ходили по международным конкурсам, вот они такие сильные были, говорили. И Тува, конечно, горловое самое семья известная.
köpte hanı oy köpte yerim oy köpey mamma oy halda vangar oy arslan oy yarını oy mamma oy halda vangar oy Akaderin görüp toro Abırazım hayıra kakoy Arsan sogar hayır bangar Arbay hona fısınmaz Bildim bitçi şınna laza sırga yergar gallaza regadır gadır laza gıska gozan naza yoruk kokba laza horun başka laza gök dumman naza duduş mengi Специально для программы «Пизончик». Как известно, конкурс – это всегда волнение, вполне объяснимая конкуренция и море нервов. Неопытному человеку довольно трудно бывает в сложившейся ситуации. Исключением не стала и Варя, ведь это ее первый конкурс. Сначала она пыталась изобразить из себя само спокойствие, Для первого раза нормально, я сильно не волнуюсь. но это у нее не совсем получалось. Она все еще волновалась за прическу, макияж и звук. Звук плохой, а так-то ничего. Все будет нормально. Впрочем, посредственность звука можно было предугадать с самого начала. Репетиция проходила в драматическом театре. А впереди нашу певицу ожидало 3 тура, первый из которых в большей степени напоминал генеральную репетицию фестиваля. Зал был практически пустой, и только посередине, за освещенными столами, сидело строгое и придирчивое жюри, что, согласитесь, не очень-то воодушевляет артиста, рисующего в своем воображении забитый до отказа зал, море света и цветов от покоренных его талантом зрителей. А как тебе твои соперники, конкурсанты? Конкурсанты, ну, неплохие. Неплохие у всех подтанцовка. Ну, не знаю, все нормально. Второй тур фестиваля проходил в тот же день, но несколькими часами позже и в присутствии зрителей. К нему готовились более тщательно. После первого тура жюри сделало замечания всем, кто их заслужил, и теперь победа зависела только от самих участников. Прическу и макияж артисты делали у специально приглашенных лучших стилистов и парикмахеров Бурятии, потому что жюри оценивало не только голос и умение держаться на сцене, но и внешний вид. Варя привезла с собой немало костюмов, мало ли что могло случиться, но выступала только в 2 по количеству исполняемых песен. По условию надо 2 песни спеть. Первый день одну, второй день другую песню. И какие ты песни будешь исполнять? Наверное, те, которые знают у нас в республике, да, хорошо? Ну, конечно, моя любимая песня Туярма, вот ее буду на первый день испытывать судьбу. А на второй день я сделала композицию специально для конкурса. Вот ее и буду исполнять. А как ты успела это сделать? Ну, мои друзья, конечно, помогли. Друзья мои, студия «Виктория», Станислав Рубалко, вот они мне помогли вот очень за день практически сделать музыку там. И вот приехала.
уже говорилось выше, люди мы любознательны, а потому странно было бы, оказавшись в Бурятии, не посетить ее достопримечательности, главная из которых, на наш взгляд, и Волгинский Датсан, буддийский монастырь. Именно здесь располагается резиденция Хамбо-ламы, председателя Центрально-духовного управления буддистов Российской Федерации. Вот так все сложно и официально, а иными словами, главного ламы России. Ламаизм – европейское название одного из течений в буддизме. Тибетцы называют эту религию Гелугпа, что означает «школа добродетели». Монголы называют «желтая вера», под цветом монашеской одежды. Ламаизм получил распространение в Тибете, внутренней Монголии, Непале, Индии, а также в России, а точнее в Бурятии, Тыве и Калмыкии. В Датсане, как и в каждом монастыре, живут монахи – ламы. Живут они согласно правилам внутреннего распорядка и под управлением совета, председателем которого является настоятель Датсана. Своего личного хозяйства ламы не имеют, а поэтому основной источник доходов Датсана составляют пожертвования верующих и их плата за заказываемые молебны. Кстати, молиться в Датсане совсем не сложно. Достаточно просто, обходя территорию монастыря по ходу солнца, то есть по часовой стрелке, также по ходу солнца крутить молитвенные мельницы – хурды, на которых написаны молитвы на тибетском языке – мантры, и таким образом совершать обряд, не зная ни одного слова на тибетском. Очень удобная религия. Сейчас мы находимся у залива Сор. Это место очень популярно летом среди иркутян и бурятов. А сейчас зима, поэтому здесь никого нету. Я здесь абсолютно одна. Все очень красиво, бело. Мы не увидели, конечно, настоящее озеро. Здесь все занесено снегом, льды. Но ничего страшного, все равно очень красиво и здорово. Да, на Байкале сейчас тихо и безлюдно. Чего нельзя сказать о финальном концерте фестиваля. Сейчас мы находимся у здания оперного театра. Это самый лучший театр в Улан-Удэ. Здесь в течение 2 дней будет проходить финал и, конечно же, гала-концерт фестиваля «Белый месяц». Сағахайқымдан ұрғаш үргей Саған етеген бектідігеш Сармуны бұлдыш арюзындаш Сомрияңа жалары мұқсандаш Рядом контонюта never
хотелось бы, конечно, на будущее увидеть в нашем конкурсе жанр рок, рэп и фолк, такой фолк-джаз, что-нибудь такое. Рэп, говоришь? А какой же рэп без хорошей брейк-потанцовки? И мы отправились на поиски местных брейкеров. Долго нам искать не пришлось, так как наши друзья с бурятского телевидения пригласили нас на съемки передачи с участием брейк-команды с непонятным, но по их мнению очень звучным названием – DVPGB. А почему такое странное название? Ну просто нам нравится, и как, ну, звучит. А откуда вы сами? Не из Улан-Удэ? Нет, мы с Улан-Удэ, с поселка Восточный. А я видела, что ты неплохо крутился на голове, но чисто из-за того, что там был пол неудобный, да, так скажем, получилось не очень хорошо. А какие самые сложные движения вообще? Пауэрмуты самые движения. А что это такое? Это сложные движения, свайпс, гелик, на голове хедспин, все доходит. А участвовали ли вы в каких-нибудь фестивалях? Хип-хоп фестивалях? В каких? Да. Участвовали на хип-хоп-пати. 23-14 февраля поступали в филармонии, здешний диско-клуб. А, кстати, вот как успехи на фестивале? Ну, мы участвовали за команду Eastern Block Crew, заняли 3-е место. А есть у вас какие-нибудь планы на будущее, связанные с фестивалями, с участием в фестивалях? Ну вот, это в первую очередь вот хотим летом съездить в Байкальск. Там намечается большой фестиваль, и вот хотят устроить баттл между Иркутском, Улан-Удэ и Усть-Илимском. И вот мы хотим принять участие. Как видите, хип-хоп-культура процветает не только у нас в республике. Но, как мне показалось, наши брейкеры все-таки более профессионально владеют техникой брейкдэнса. А еще один участник фестиваля, монгольская группа Emotion, неплохо освоила технику пения в западном стиле, напрочь отказавшись от национального колорита. А жаль. Хотя у жюри по этому поводу было свое мнение, но об этом чуть позже. Ну вот, собственно, и настало время объявить итоги белого месяца, а именно назвать победителей.
А распределились места именно в той последовательности, в которой мы показали выступления участников. Лауреатом третьей премии, несмотря на то, что с полпинка завел публику, стал Станислав Ириль из Тывы. Фестиваль «Пели месяц» это для меня это праздник. Вот именно вот я бы так сказал, праздник человеческой души. Человек, когда поет, у него душа всегда поет, и здесь собрались именно вот эти самые поющие, веселые и душевные люди. Как ты оцениваешь конкурсантов? Я оцениваю конкурсантов отлично, их отличные ребята, которые вот именно своим талантом, своим пением и своими интересными композициями всех покоряют, и все молодцы, я всех поздравляю. Вторую премию увезла в Якутию наша Варя. Награда не только достойная, но и вполне объяснимая. Здесь не Якутия, здесь Бурятия. И то правда. Первая премия осталась на родине фестиваля в кармане у Зарикто Тагачиева, которого здесь все просто обожают, в том числе и сама Варя. Я действительно признаю свою первую премию. И как бы ребята все хороши по-своему. Ну а гран-при завоевали девчонки из уже знакомой вам группы с красивым монгольским названием «Emotion». Премии, полученной ими, хватит на запись 2 новых песен у себя на родине, что очень даже неплохо, если учесть, что на данный момент в их репертуаре всего 4 записанных композиции. Когда уехали сюда, вы были уверены в своей победе? Наша главная это гран-при Афганистана ему. Ер нь бол ихтгэлтэй байсан. Тэгээд энэ тэмцээн бол маш үнэнчтэй, үнэн шудраг шүтсэн болсон гэж бодож байна. Была очень большая надежда на гран-при, но он говорит, что здесь жюри совершенно объективно оценило всех участников конкурса, и оценка была 100%. Они согласны с этим. А кого вы можете выделить? Хыни энэ бүхий конкурсо хэн таны санагдах игээ сайн дуушнагна. Варя, Аманатова и... Без перевода, да? Несмотря на то, что композицию «Аян Кейте» трудно назвать эстрадным пением,
Она все же была представлена Варе в конкурсной программе с целью продемонстрировать возможности своего голоса. Да, вокальных данных Варе Аманатовой не заметит разве что глухой. И действительно, Варя была замечена не только членами жюри, но и продюсером из Монголии. С удовольствием хочу пригласить вот этого конкурса и Варю Аманату и режиссер его. Я с удовольствием хочу пригласить, поэтому сейчас я, когда поеду в ближайшие дни в Монголии, я буду разговаривать с оргкомитетом, я буду сказать сегодняшний день, например, Якутия, Тува, Горный Алтай и Бурятия, есть такой талантливый певцы, давайте мы их приглашаем, потому что раньше, когда Советский Союз был, мы конкурс проводили всегда из Москвы пригласили, нам сегодня именно не только Москва не говорим, мы всегда завоеваем ближайшие соседи, потому что вот именно вот соседи вот пришли, участвовали. И вот такого хотели бы сказать. Итак, второй международный телевизионный фестиваль эстрадной песни стал довольно-таки успешным для Вари Аманатовой, с чем мы, собственно, ее и поздравляем. А следующий фестиваль пройдет ровно через 2 года. Так что у вас, наши уважаемые господа артисты якутской эстрады, достаточно времени, чтобы как следует к нему подготовиться. И тогда, может быть, Гран-при уедет не в Монголию, а в нашу любимую республику. С вами была Вера, увидимся на следующей неделе. Пока!